Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Дорогие мои зрители, всех вас сердечно благодарю за ваши лайки, хорошие добрые комментарии, за вашу поддержку, за ваши просмотры. Земной вам поклон! Давайте сегодня сделаем отсыпочку на вашего мужчину и узнаем, что он наконец-таки понял о вас. Кто вы для него, кто вы в его жизни. Загадайте, пожалуйста, на мужчину и давайте вместе посмотрим. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Ну ничего себе. Ого. Так, давайте начнем с мужчины. Неожиданно немножко получилось, и я никак не могу понять, как это объяснить. Как? Ну, если говорить вот прямо, да, он понял, что он вас любит. Хотя я вижу, что эти отношения, они не новые, да, то есть вы кто-то в браке, кто-то давно встречался, кто-то уже даже расстался, да, загадали на какого-то своего бывшего. И вот только сейчас, девочки, только сейчас он понял, что он вас по-настоящему любил, либо по-настоящему любит. Интересно. Да, вот так. Жили вместе 30 лет и только понял, да, что он вас любит. Ну, это, конечно, утрированно говорю, но как бы похоже. Ладно, давайте с мужчиной разберемся. Мужчина здесь, конечно, еще тот перец. Очень противный характер. Мужчина такой горячий, причем горячий везде, со всеми и всюду. Да, сначала сделаю, потом подумаю. Очень часто он допускал ошибки, очень какие-то резкие действия, резкие поступки. Он как будто бы раб своих желаний. Вот чего хочу, то я и делаю. Даже если это не нужно, не полезно, дорого, не важно. Главное, что я хочу. Да, я это сделаю, а потом я буду об этом жалеть. И да, кстати, по поводу жалеть. Он, если сожалел, только внутри себя. Критику он вообще никакую не воспринимает. У него вообще какой-то абьюзивный подход к жизни. Не знаю, то ли он таким родился, то ли его таким воспитали. Но, в общем, намучились вы с ним, одним словом. Я вижу, что вы его всегда хотели изменить. Ну, по крайней мере, сделать лучше. Донести ему какую-то правду, открыть ему глаза. А он упорно сопротивлялся. Я бы даже сказала, он с вами боролся. Он постоянно гнул эту свою линию, что типа я мужик, и только лишь на этом основании я всегда и во всем прав. Ну, глупость несусветная, конечно. Боль я вижу, что вам причинял. И он понимал, что он вам боль причиняет. Знаете, он говорит, я ее воспитывал. Вот, представляете, вы маленькая девочка, которую нужно воспитывать. Ну, глупый подход. И вообще это и нечестно, и несправедливо. От вас он получал только самое лучшее, самое светлое, самое доброе. Ну, вы прям растворялись в этом мужчине. А вот он, к сожалению, только потреблял. Он мог бы быть лучшим, он мог бы делать больше, он мог бы вести себя более корректно, более нежно. Но он это специально не делал, он типа воспитывал. Мне не нравятся персонажи за его спиной. То ли у него семья такая с приветом, которая его обучала этому, либо подначивала, либо советы такие идиотские давала. То ли это какие-то друзья, знакомые, с кого он брал пример. Знаете, бывают такие мужики, которые в компании, то я, то, пятое, то десятое, и у меня жена там шелковая, как что сразу... Да, она меня там боится, слушается, и все, что я не скажу, делает. А на самом деле он подкаблучник, редкостный. Но только никто об этом не знает, потому что он себе создал этот авторитет крутого мужика. А на самом деле, может, его жена дома бьет, и он об этом не говорит. Да, вот кто-то на него очень сильно повлиял. Либо родители, либо друзья. Вот. В принципе, он человек неплохой. Неплохой. Вот характер бы немножко подкорректировать, и цены бы ему не было. Так, сейчас вы явно с этим человеком либо в каком-то охлаждении, либо
на расстоянии находитесь. Может быть, он уехал там в командировку, либо на работе сейчас находится, да, вы сидите, смотрите отсыпочку. У вас какой-то нарушенный контакт с этим человеком. Каждый из вас живет как будто бы своей жизнью, своими секретами, своими мечтами, своими желаниями. То ли вы крайне редко обсуждаете какие-то вещи вместе, то ли у вас совершенно не сходятся, ну, не знаю, графики и ритмы жизни. Девочки, что-то произошло вот буквально на днях. Знаете, есть такое выражение: вся жизнь пролетела перед глазами. Вот он где-то так встрял, попал, либо на какую-то ситуацию напоролся, когда он, ну, грубо говоря, да, был в таком состоянии, может быть, даже жизнью прощался. И вот прям пролетело все свои ошибки увидел, понял, что делал неправильно, как жил, почему так жил, да, вот сам себе и вопросы задал, и сам же на них ответил. И так ему стало противно, так ему стало не по себе, страшно ему стало, что вот так жизнь закончится, да, а я ведь, ну, прожил ее как пустоцвет, грубо говоря, да, ничем не отличился, ничего хорошего не сделал, женщина рядом со мной шикарная, а я ведь ее только обижал, да, я ей радости и счастья не дарил, только обижал, даже особо и не говорил, что любит, да, особо даже нежности не проявлял, даже в интимной жизни он всегда заботился только о своем удовольствии, а что там вы, то не важно, вообще не важно. А давайте еще на оракуле на него посмотрим. Просто, знаете, я не могу сказать, что он плохой. Скорее, он как непутевый какой-то мне идет. Непутевый. И вот эти два персонажа меня очень сильно смущают. Это их влияние на его жизнь. Так, ваш мужчина. Душа светлая у него. Душа светлая. Ошибок, конечно, наделал, но душа светлая. Здесь на него кто-то очень сильно повлиял. Знаете, как будто бы потушили его внутренний свет. Как будто бы его научили быть таким токсичным, таким агрессивным, таким нетерпеливым, таким, вот знаете, хайпажором. Как будто бы научили. И он считал, что это нормально, так правильно. Да? Потушили внутренний свет, забрали какой-то вот потаенный смысл его жизни, и как будто бы он в костюме, ходил в костюме, который ему совершенно был не к лицу, да, либо не по размеру. Но душа у него, девочки, светлая. Видите, все мосты будут сожжены, все ошибки будут проработаны, отработаны и оплачены. У этого человека, ну буквально вот до конца этого месяца, как будто бы новая жизнь начнется. И это решение он примет сам, да, хочу вот идти за светом, да, вот за этим светом своей души я хочу идти вперед. Девочки, как хотите, либо он приедет до конца месяца и все вам это лично расскажет, во всем признается, сознается, объяснится, либо он вам вот придет с работы и скажет: а давай-ка жить по-другому, а давай-ка вообще куда-нибудь уедем, да, давай с чистого листа, ты да я, ты меня прости за то, что было. Вот дурак я был, да, без попутал. Да, вот какие-то вещи вам будут говорить, вы будете на него смотреть, скорее всего, плакать, но плакать от счастья, потому что мужчина на ваших глазах меняется, становится взрослым, нормальным, адекватным мужчиной. И это хорошо. Девочки, не пропащий, заблудший немножко, да, но главное, что он выход найдет. Понял, что любит вас, понял, что вы ему только нужны, понял, что был с вами несправедлив, понял, что должен был дать вам больше, лучше. Ах, будет пытаться, девочки, будет пытаться вернуть время вспять, либо нагнать то, чего он вас лишил по своей глупости, по своей тупости, либо по своим заблуждениям. А у кого-то из вас отыграется, что мужчина параллельно встречался с вами и с другой женщиной. Но я вижу, что для вас это не секрет. Кто знает, тот точно знает. Девочки, ему нравилось такое положение вещей, потому что каждая из вас пыталась его к себе приблизить. Да? Он просто играл, он просто наслаждался, он просто манипулировал. Да? Когда он был с вами и с другой, он всегда знал, что все равно он выберет вас, потому что вы для него просто идеально подходите. Но он специально вам нервы портил. Да?
Он такой, типа, я ее в тонусе буду держать, да, пусть она там думает, что я с другой женщиной. Да, это было, к сожалению, было. Он очень виноват перед вами, очень-очень виноват. Вы это знаете, и главное, что он теперь это все понял. Еще этот мужчина понял про вас, что вы приносите ему удачу. Вот когда он к вам относится хорошо, правильно, по справедливости, когда он вас не обижает, то у него прям везение какое-то идет. Везение, удача, вот у него все легко, и по здоровью ему хорошо. Когда он вас обижает, когда он с вами несправедлив, когда он перегибает палку, поверьте, ему всегда прилетает. Пусть даже в мелочах, но прилетает. И он хоть, конечно, оторви и выброси, но параллели он умеет проводить. И вот он прям понял, да? Понял, что обижать вас нельзя, любить вас надо. И тогда я буду счастливым. И тогда она будет счастливой. И тогда у нас будет прекрасная семья, прекрасные отношения. Если этот мужчина сейчас не свободный, на кого вы загадали, девочки, ну, тут без вариантов. Просто без вариантов. Он понял, что он вас любит, и только вы ему нужны. Если это ваш мужчина, с кем вы когда-то в прошлом расстались, он понял, что вас любит, и принял решение возвращаться. Возвращаться, каяться, просить прощения, падать к вашим ногам и искупать свою эту вину и уговаривать вас дать ему еще один шанс. Если это мужчина, с кем вы сейчас вместе проживаете, но вел себя как такой козленок на выгуле, девочки, ждите кардинальной перемены в его поведении, в его отношении. Не ищите подвохов. Это действительно такая перезагрузка, которая, ну, она была неизбежна. Потому что, видите, как человек хороший, но жил каким-то, ну, жил не своей жизнью, да, какими-то глупостями занимался. И высшие силы вот так прям по голове стукнули. Все там на место встало, вся эта шелуха с него слетела. И вот, пожалуйста, он такой, каким его задумали высшие силы. Я вижу только положительное, я вижу, если честно, только хорошее. Единственное, что меня, конечно, смущает, что может быть поздно, да? Либо вы ему скажете, что дорогой, а не поздно ли ты опомнился, не поздно ли ты вспомнил обо мне, не поздно ли ты понял, что я тебя люблю. То есть, если бы это было раньше, буквально там на день, может быть, вы и по-другому бы отреагировали. Но теперь, да, я вижу вашу усталость, я вижу ваши обиды, я вижу невозможность смириться с тем, что было, и принять, забыть, я не знаю, откреститься от этого. Вот как бы вы его там не прощали, а обиды, они ведь копились, потому что они были несправедливыми. Вы не заслужили этого, не заслужили, девочки. Так, у кого-то, кстати, из девочек отыграется, что у вас на горизонте тут другой мужчинка уже маячит. И вы такая одним глазом туда, одним глазом сюда. Да, тоже есть выбор. И, конечно, вы имеете право стать в такую позу. Но, с другой стороны, я вижу, что вы тоже любите. И любили, и любите. И как бы он там вас не обижал, все равно любовь — это такое чувство, которое, как говорится, раз и навсегда. Девчонки, чтобы вы для себя понимали и делали правильные выводы. Мы сейчас говорим о будущем. Вы для себя должны знать, что вы в будущем выглядите мне абсолютно независимой женщиной. Женщиной, хозяйкой жизни. То есть я вижу, что над вами засияет какая-то счастливая звезда. Звезда, которая вас и возвысит, и прославит, и даст вам какой-то, не знаю, доход, либо стабильную жизнь, какой-то новый крутой уровень жизни. То есть это ваша счастливая звезда, ваше желание. И тут еще перед вами двери открываются. Причем не одна, а вот две. Одна побольше, другая поменьше. Там, где поменьше, там ангел стоит, и он для вас эту дверь открывает. Вас ждут очень крутые перемены. С этим мужчиной, без этого мужчины, вы все равно все эти перемены, все эти звезды поймаете. Ну, по сути, он вам не нужен. По сути, он вам не нужен. Но если вы позволите этому мужчине быть рядом с вами, конечно, он за один день не справится, конечно, он не бросит эти свои глупые привычки, повадки за один день. На это, конечно, потребуется время. Но если вы ему позволите быть с вами, то этот мужчина просто со временем станет вашей тенью. В хорошем смысле этого слова. Вы дойдете до такого уровня отношений, когда вы друг друга, я не знаю, там, без слов будете понимать. Вы там на него посмотрели, он уже раз все понял. Побежал, сделал, да, выполнил.
Он вам будет и поддержкой, и защитой, и надежным плечом, и, не знаю, и мамой, и папой, и уборщицей, и подругой, и любовником, и помощником. Понимаете, вот он будет в себе совмещать в будущем все эти качества. То есть как ваша правая рука. И рука, и нога. Как правая половина тела, вот так правильно сказать. Но на это еще потребуется какое-то время. Если вы хотите подождать, потерпеть, разрешите ему быть рядом с вами. И если вы будете категоричны и скажете: да нет, все, задолбал, надоел, не прощу, то у вас на горизонте вот прям мужчина вышел, причем мужчина с правой стороны, то есть мужчина хороший, в противовес этому парню. То есть антипод. Вот в чем ваш был плох, вот в этом будет этот хорош, новый будет хорош. Поэтому, девчонки, в принципе, ничем не рискуете. Вообще-то отсыпка больше, знаете, похожа на ваше предсказание вашего будущего. Вы как прекрасная голубка, которая стала на крыло. То есть вы сможете летать. До этого вы в какой-то клетке сидели, а теперь вы будете летать. Мне вообще тут показали, что голубка, которая верхом на дельфине. Такие извращения. Но на самом деле хороший знак. Но голубка — это свобода души, свобода действий, движения, получения. А дельфин — это романтика, это любовь, это счастье, семья. Хорошие знаки, очень хорошие. И вы очень близки к этому. Очень близки. Давайте я еще посмотрю вам совет. Совет по поводу этого мужчины, да и для вас, да, что делать, куда двигаться. Но две двери, девочки, прям одна в одну входит. То есть вы одну возможность получаете, либо одна ситуация, и сразу следом следующая. Вот так у вас идет. Да еще, смотрите, ангел на вашей стороне. Так, по поводу этого мужчины совет. Рискни, девочки, рискни. Дай ему еще один шанс, рискни. Ну, есть в нем что-то такое. Ну, есть, девочки. Каким бы он противным ни был, но что-то в нем есть. И здесь совет такой: рискнуть. Ну, как я сказала, да, резко он не поменяется. Тут еще будут у нас какие-то камбэки к прошлому. Но, тем не менее, девочки, вы из него сделаете просто мага-волшебника. И вот она, смотрите, голубка здесь, голубка и здесь, голубка. Это вы. Вы, понимаете? Рискнуть просят. Ну, решайте, конечно, сами. Такой совет вам дали. Так, и что по вам? Что по вам? Какие советы для вас? Совет? Что вообще покажут карты? Ух, опять голубка. Слушайте, ну это судьбоносное гадание, судьбоносная отсыпка. Девочки, ничего не бойтесь. Не бойтесь упасть. Бойтесь не пойти. Вы очень классная, вы очень талантливая, вы сами себя и прокачали, и проработали. Плюс еще Боженька в вас вдохнул просто какой-то невероятный талант. Не бойтесь пройти по вот этой тонкой линии. У вас получится это лучше, чем у других. Вы не упадете, ведь вас подстрахует вот этот прекрасный ангел. Вам счастливой быть. Вам счастливой. Либо вот этого мужичка себе вырастить, да, воспитать, и вот будет он прям молиться на вас. Либо вот этот новый, да, новый вас делает счастливой. Вам быть в семье, вам быть счастливой. Ну и эта карта, она моя любимая. Я всегда радуюсь, когда ее вижу. Эта карта говорит о том, что у прекрасной голубки все получится. Она сильна, она умна, и за ней действительно стоит сила, сила рода, сила вашего ангела. Создатель вас защищает. Главное, чтобы вы себя не закрывали, не замуровывали в 4 стены. Движения вперед, действуйте, не сидите, действуйте. И все будет замечательно. Так, мои хорошие, на этом все. Спасибо вам за внимание. Всем пока-пока.